Пенсионные системы в развитых странах и СНГ почти не различаются структурно, но разница в суммах выплат колоссальная. В Норвегии резиденты страны могут иметь пенсию, эквивалентную более 500 тысяч тенге. Во Франции люди на заслуженном отдыхе порой получают больше, чем обычный работающий гражданин. Суммы выплат в странах СНГ по сравнению с этим кажутся очень маленькими. В отличие от Казахстана, в США пенсионная система состоит из многочисленных государственных и частных фондов. Пенсионное обеспечение развито на столь высоком уровне, что при хорошем окладе человек вправе выйти на пенсию уже через 10 лет работы. Рассчитывать на Social Security могут как коренные жители, так и иммигранты. За 1 год работы легальной, с уплатой налогов начисляются 4 так называемых поинта, кредита. Чтобы выйти на пенсию, необходимо получить 40 поинтов. Легально занятый человек каждый год получает документ, в котором указывается, сколько кредитов начислено на текущий момент. Размер пенсии, исходя из продолжительности работы и оклада. Кроме социальной пенсии, у большинства американцев есть дополнительно накопленные пенсии, потому что в каждой крупной компании существует отдельный пенсионный фонд. В него работники отчисляют определенную часть зарплаты. Такие накопления не только не облагаются налогом, но еще и фирмы добавляют к ним свою часть, обычно 10–15%. Самые успешные компании, даже до 50% от суммы вложения работника. Чтобы американец жил на пенсии комфортно, не думал о том, где взять денег на еду и лекарства. По подсчетам Министерства финансов США, на счету у гражданина должен лежать $1 миллион. При этом выплаты в месяц в среднем составляют $1100–1300. В тенге получается 360 тысяч тенге. Чтобы накопить миллион, американцам придется работать порядка 70 лет, что в принципе нереально. Поэтому основной частью пенсионных накоплений американцев являются их сбережения в негосударственных пенсионных фондах. Размер пенсии в Германии зависит от того, как долго и как много человек платил взносы в систему государственного пенсионного страхования, и от других факторов. Средний размер пенсии в Германии на 1 января 2016 года составлял для мужчин 1013 евро, 395 тысяч тенге по нынешнему курсу. Для женщин – 591 евро, почти 226 тысяч тенге. Стандартная расчетная пенсия – это сумма, которую теоретически будет получать человек, который зарабатывает среднюю зарплату в Германии, составляющую немногим более 3000 евро, это 1 170 000 тенге, и будет без перерывов платить 45 лет пенсионные взносы. Реально же такая ситуация встречается редко. Стаж работы мужчин в Германии находится на уровне 40 лет, а женщин 30 лет. Это связано с тем, что немцы много учатся и поздно начинают трудовую деятельность, дамы к тому же уходят в декретный отпуск. Таким образом, для большого числа пенсионеров в Германии размер пенсии недостаточен для нормальной жизни. Если же по достижении пенсионного возраста или при невозможности работать в связи с инвалидностью гражданину не хватает средств для комфортного существования, то государство позаботится о таких людях. Человек может получать основное базовое пособие, если его ежемесячный доход составляет менее 789 евро, это 307 тысяч тенге. Размер выплаты зависит от жизненной ситуации и составляет от 324 до 404 евро, от 124 тысяч тенге. Дополнительно к данной сумме гражданин получит деньги на жилье, отопление, а также на оплату ремонтов и некоторых других потребностей по факту расходов. Французская пенсионная система состоит из множества нюансов. При этом стаж работы не влияет на размер выплат. Если рассчитанная сумма пенсии ниже определенного уровня, государство платит так называемую пенсию по солидарности в размере 800 евро, примерно 312 тысяч тенге, которая с 2006 года заменила минимальную пенсию по старости. Кроме этого, после смерти одного из супругов французы имеют право на часть пенсии жены или мужа. Государственная пенсия в этой стране делится на базовую и дополнительную, накопительную части. Базовая исчисляется исходя из среднемесячной зарплаты, а дополнительная – на основе баллов, начисленных сотруднику после увольнения с каждого предприятия, на котором он трудился. Средняя пенсия во Франции составляет приблизительно 1000 евро. Это 390 тысяч тенге. Для Европы это не самый высокий показатель, он находится на одном уровне с выплатами в Великобритании и Италии. Несколько выше пенсии у жителей Швеции, Испании, а пенсионеры в Дании, Финляндии и Норвегии получают пенсионные выплаты в разы больше, чем граждане Франции. На размеры пенсии французов влияет: первое. Стаж более 41,5 лет, 166 кварталов, пенсия начисляется в 100% размере, если он меньше данного периода,
то выплаты уменьшают на 1,25% за каждый недостающий квартал стажа. Второе. Периоды вынужденной безработицы и декретного отпуска до 6 месяцев учитываются в общий стаж, не уменьшая его. Третье. Если в течение 40 лет стажа производились страховые отчисления, к пенсии полагается надбавка. Четвертое. При выходе на пенсию в возрасте 67 лет французам полагается полная пенсия, не привязанная к трудовому стажу. Порой пенсионеры получают больше, чем работающий человек. Норвегия. Для тех, кому за 60, Норвегия – лучшее место для жизни. Пенсионная система здесь состоит из 3 уровней, как в США и Германии, за исключением того, что 3-й уровень носит иной характер формирования. Первое. Базовая пенсия, государственная. Второе. Дополнительная пенсия, пенсионные накопления. Третье. Возможные надбавки за детей и супруга, привязанные к уровню дохода. Норвежцы выходят на пенсию в 67 лет, независимо от пола гражданина страны. Минимальная сумма пенсионной выплаты по старости зависит от размера дохода супруга. Право на базовую пенсию приобретают люди, которые за период от 16 до 66 лет приобрели 3-летний стаж работы. Причем данный вид пенсионной выплаты никак не привязан к размерам доходов человека. Но для получения полной базовой пенсии необходим стаж в 40 лет. Если данный показатель меньше, то и сумма выплаты снижается пропорционально. У гражданина Норвегии, имеющего на иждивении ребенка, сумма базовой пенсии может увеличиться до 50%. Если супруг также находится на пенсии, то сумма пенсии составляет 85% от базового размера. Даже если пара находится в разводе, но у них есть общие дети, то условия все равно сохраняются. Минимальная пенсия в Норвегии составляет 176 тысяч норвежских крон. В год это около 7 миллионов тенге, или 580 тысяч тенге в месяц. Россияне получают 2 вида пенсии: страховую, ее имеют более 40 миллионов граждан, и государственную порядка 4 миллионов человек. Самый распространенный вид страховой пенсии по старости. Ее начисляют более 36 миллионам человек. Для получения выплат необходимо накопить определенный трудовой стаж. С каждым годом этот порог увеличивается. У тех, кто обращается за назначением пенсии в 2018 году, стаж должен быть не менее 9 лет. А с 2024 года не менее 15 лет. В среднем пенсионные выплаты в РФ составляют 14 075 рублей, или 74 тысячи тенге. Кыргызстан. Чтобы получать пенсию по страховой выплате, нужно обязательно проработать 25 лет как мужчинам, так и женщинам. При досрочном выходе на пенсию отнимают 1,5% за каждый месяц, недостающий до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Минимальное пенсионное пособие в 2017 году составляло для резидентов страны 1700 сом, 8 тысяч тенге, а прожиточный минимум 5000 сом, 24 тысячи тенге. Пенсию получают порядка 30–40% населения. Основной пенсионный фонд – это начисления работников, которые официально трудоустроены. В Кыргызстане стране действуют 2 вида пенсионных систем. Первое. Солидарно-распределительный вид отчислений, когда работающие граждане выплачивают определенный процент от зарплаты ежемесячно. Второе. Условно-накопительная система, накопление в негосударственных пенсионных фондах, когда гражданин страны в течение минимум 7 лет отчисляет средства ежемесячно на свой счет. Если человек уходит на пенсию, то средства ему начисляются вместе с государственной пенсией. Казахстан. Для тех, кто сейчас выходит на пенсию, выплата будет складываться из 3 показателей. Базовая пенсия плюс солидарная зависит от стажа до 1998 года плюс накопительная. С 1 января 2018 года размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 15 274 тенге. Однако с 1 июля 2018 года базовая пенсия будет зависеть от общего трудового стажа и прожиточного минимума 28 284 тенге в 2018 году. К примеру, для тех, у кого трудовой стаж 10 лет и менее, базовая пенсия составит 0,54 15 274 тенге. За каждый последующий год стажа будет прибавляться по 0,2. Так, за 20-летний стаж базовая пенсия составит 0,74, это 20 931 тенге. От 33 лет стажа и выше, то есть 28 284 тенге.